Здравствуйте, дорогие, родные, близкие, наши родственники, знакомые. Я даже не знаю, тян жувамбур, салам. Мы сегодня собрались в такой уютной компании, в таком прекрасном обществе, в замечательном зале библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. И сегодня в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» мы проведем с вами лекцию-концерт, посвященный лезгинской народной музыке. И для начала разрешите представиться. Меня в простонародье называют Сурия Физулаевна, но сегодня я буду вещать со сцены как Сурия, музыкант, общественник, гордо скажу я, ибо не могу пройти мимо наших национальных вопросов и, в общем, общественных всяких мероприятий. Но сегодня на сцене я не одна, со мной замечательные музыканты, и разрешите, пожалуйста, вам представить их. Это Ольга Крайнова, виолончель, Максим Исаев, саксофон, Антон Свиридов, фортепиано, Парфенюк Алексей, гитара, Даниил Смирнов, бас-гитара, Александр Нугаев, барабан, заслуженный артист Республики Дагестан Султанов Мухаммеднур, барабан, а также человек-легенда Расим Бакаров, гармонь. Я соглашусь, музыканты и музыкальные инструменты, которые сегодня собрались на сцене, не совсем привычные для нашей лезгинской народной музыки. Но и тема была обозначена «Лезгинская народная музыка в современной реализации». Поэтому я считаю, что все по-честному. Мы сегодня с вами будем слушать музыку, мы с вами будем петь ее, мы будем говорить о музыке, а также создавать ее здесь вместе с вами. Создавать то, что в нас внутри лежит. Вспоминать старое и создавать новое. Вспоминать старое и создавать новое – это моя боль. Она звучит одновременно вдохновляюще и пугающе. Поэтому сегодня перед вами здесь я буду обнажать свою душу. И мы начинаем. Итак, для того, чтобы получить ответы на насущные для нас вопросы, нам для начала нужно будет понять и ответить на главный вопрос. Что такое музыка? Что же такое музыка? И мы с вами на экране видим замечательные высказывания наших великих людей, а также то, что мы видим часто в словаре. Вот если забить в интернете, что такое музыка, то мы узнаем, что музыка — это искусство, в котором переживания, чувства, идеи выражаются звуками. Вроде все понятно, и одновременно возникает очень много вопросов. Так что же такое музыка? Предлагают вид искусства, в котором определенным образом организованы звуки. Все поверхностно. Музыка — это искусство звука во времени. Тоже поверхностно, выражающий идеи и эмоции посредством элементов ритма, мелодии, гармонии. Идеи, эмоции чего? Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках. Или музыка — поэзия воздуха. Или если танец — это характер народа, то музыка — это душа народа. Если танец — это характер народа, то музыка — это душа народа. Душа народа. А разве душа — это не то, к чему мы, люди, обычно трепетно относимся? Разве душа — это не то, что человек так старается беречь на протяжении всей своей жизни? Разве это не то ценное, которое есть у нас внутри, и мы часто бережем его от окружающего мира? То есть то, что мы... то, на что мы ориентируемся. А если музыка — это душа народа, и в частности песня — это душа народа, то тогда разве песня — это не то ценное, драгоценное, которое мы должны беречь, то, что передано для нас нашими предками, дедами и прадедами, прабабушками и бабушками, то ценное, что они передали нам в наследие, не виллы, яхты и дворцы, а свою душу. Свою душу. И когда к тебе приходит это осознание, песня твоего народа,
обретает уже совсем другие краски. Ты понимаешь, что это именно то, что нужно беречь и донести до следующего поколения. Ты начинаешь думать, а что они, наши предки, как они жили, как пришла к ним эта песня, на что они ориентировались, что они чувствовали в момент создания народной песни. Она ведь не просто так стала народной. Она стала народной для всех и для каждого. И наш долг — донести его до наших детей, внуков и правнуков. Сегодня концерт будет посвящен истокам народной музыки и ее современному пониманию в музыкальной индустрии, назовем по-модному. На примере лезгин мы с вами поговорим, как важно сохранить свою культурную идентичность музыкальной народной песни в многонациональной России, а также как важно ее донести до следующего поколения, сохранить и передать, создавать, вспоминать старое, создавать новое. На примере лезгин мы поговорим о том, как важно это для каждого. Ведь музыка, как мы поняли, это душа народа. А душа никогда не врет. Итак, лезгины – народ Кавказа. А Кавказ – это горы, чистый воздух, солнце и твоя песня. Далай, далай, ру далай, 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 ру. Я пунчидал, чигалай, кани, ярдал, рикалай, руша, сгада, акуна, икша, таху, рик, далай, 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 аман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай, далай, ру, далай, 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 ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай. На заре роса и в любви душа, сердце в ритме песни, значит, будем вместе мы. Далай, далай, ру, далай, аман, далай, ру, далай, аман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, далай, ру, далай, 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 ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай. На заре роса и в любви душа, сердце в песне, будем вместе мы. На заре роса и в любви душа, сердце в песне, будем вместе. На заре роса и в любви душа. Эй! Далай, далай, ру, далай, аман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, ман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, ман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, 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 ру, далай, 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 ру, далай, ман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай, 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 ру, далай, аман, далай, ру, далай. Спасибо вам большое. Ну, сегодня приблизительно будет такая музыка, так что готовьтесь. Итак, что значит четкие линии? Вы знаете, я сегодня тут на сумаге, я ходила просто, вроде нормально было. А вот на лезгинском сумаге все как-то это, ну так, ладно. У нас тут, вы видите, да, сумаг? У нас тут национальное все не просто так, мы готовились. Итак, ну как где,
Что же, а где же ваши аплодисменты? Мы готовились. Спасибо большое. Итак, но мы остановимся на наших четких линиях. Четкие линии, четкий ритмический рисунок – это Кавказ. Продемонстрируйте, пожалуйста, потому что без барабана это изобразить в музыке невозможно. Итак, если музыка отражает внутренний мир человека, и мы уже с вами поняли, что в той среде, в которой ты растешь, формируется твой характер, формируется характер твоей личности, твоя душа, и, соответственно, в барабане мы ищем то отражение, которое окружало, в принципе, человека гор. Воинственного, сильного, все или ничего, здесь или никогда. Сейчас или никогда. Да. А если мы вслушаемся в гармонь, пожалуйста, продемонстрируйте размер. А лезгинку нам можете сыграть? Лезгинку. Бесспорно, лезгинка отражает характер кавказского народа, характер лезгин. То есть гармонь – устойчивые кристальные правила лезгинского народа, кавказского народа. Барабан – четкие линии. И в этом характере и рос народ, развивался народ. Это то, что нам передали. Но все ли мелодии строятся, да, на этих гармониях, все ли мелодии строятся на этом ритме? Мы об этом сегодня будем говорить. И говоря о ритме, мы должны понимать, что музыка лезгинская, она не только лезгинка. Мы должны понимать, что музыка у каждого народа бывает разная абсолютно. Но очень важно сохранить ту культурную идентичность, чтобы далее, создавая новое, мы приходили к той сути, чтобы мы понимали, что это, да, лезгинская музыка, а это музыка сторонняя, и она не значит плохая. То есть нет хорошей или плохой музыки. Есть музыка разная. И в каждом народе обязательно есть такая песня, которая отражает культурный ген человека. То есть где бы ты ни находился, где бы ты ни вырос, ты обязательно знаешь эту песню. Она есть у каждого народа. У кого-то это колыбельная, у кого-то это воинственные песни, у кого-то обрядовые какие-то песни. Вот у лезгинского народа есть одна замечательная песня, она бытовая. И нет такого лезгина в этом мире, который бы не знал эту песню. И обязательно у каждого в семье есть какая-то история, связанная с этой песней. И моя семья не прошла мимо этой песни. Есть такая замечательная история, как два студента еще в Советском Союзе из разных городов и сел, лезгинских городов и сел, приехали в Москву учиться и волей судьбы оказались в одном общежитии. Однажды один из них, проходя мимо холла, услышал знакомую мелодию. Я вижу лезгинские головы, кивают, все узнали эту песню. Конечно же, он, услышав эту мелодию, побежал сразу к фортепиано и говорит: «Я думал, лезгин!» «Ты что, лезгин, что ли?» Ну и с тех пор завязалась их эта крепкая дружба. Парнишка, который играл за фортепиано, был мой отец. Его сейчас нет с нами, и историю эту услышала я сильно позже из уст его друга. Люди приходят и уходят, а вот песня остается навсегда. Salam melek peyker maha Час чиярдин колер галам Salam melek peyker maha
час чиярдин коле Элек салахым чахан бахайди Чи олерина кулух гала Уф чаханаман Дердин дермаханаман Бес мусжеда Унчас мухман Уф чаханаман Дердин дермаханаман Бес мусжеда Унчас мухман Яйлух дигоз бада маргош Зуннизи яр келханава Серин тавдиз далда маргош Уф чаханаман Дердин дермаханаман Бес мусжеда Бунчас мухман Уф чаханаман Дердин дермаханаман Бес мусжеда Бунчас мухман Спасибо большое. Итак, мы с вами поговорили о лезгинских мотивах, о прекрасной и замечательной песне Пейкербаха. И сейчас бы хотелось переключиться на тему, ради которой мы с вами здесь и собрались. Итак, в начале мероприятия я вам сказала, что это моя боль, и что сейчас я буду рассказывать про эту свою боль, и почему же в итоге мы решили организовать это мероприятие. К сожалению, музыка лезгинская сейчас в современном мире пошла по нескольким путям. Кто-то пытается вернуть эти ритмы, а кто-то глубоко убежден, что музыка лезгинская направлена только в одном восточном направлении. И получилась большая такая неразбериха. Я думаю, что эту тему надо уже озвучивать, защищать и, в принципе, направлять в нужное русло. Итак, мы с вами поговорили о четких линиях. Теперь мне бы хотелось попросить наших замечательных музыкантов, чтобы они показали, что такое лезгинский ритм. Покажите, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я вам сейчас объясню. Значит, звоню я Мухаммеднуру и говорю, что будет лезгинское мероприятие. Приходите, пожалуйста. Он говорит, я знаю, да, там лезгинский ритм и восток, восток. Это был ход, я поняла, да. Лезгинку покажите нам, пожалуйста. Спасибо. А теперь восток. Спасибо. Разницу услышали? Вот, спасибо. Так, а теперь мы попробуем продемонстрировать абсолютно разную музыку, одну музыку в разных ритмах. Вот Курах-Дахлар. Можно будет, да, Расим Хан? Восток. Спасибо. А теперь лезгинку. Спасибо. Разницу почувствовали? Согласитесь, от того, какой ритм будет исполнен под мелодию, зависит и ход танца. Соответственно, если мы меняем рисунок ритмический, мы меняем и стиль танца. И это большая лавина, которую мы пытаемся остановить. Соответственно, если мы меняем характер музыки, мы меняем и наш ритмический рисунок в танце. И тут просто культура уходит не в ту степь. Дорогие друзья, те, кто слушает нас в прямой трансляции, услышьте, мы не создаем оппозицию.
Мы призываем вас к чистоте музыкальной интонации ритмических рисунков. Есть, может быть, кто-то пробовал из вас, вот к лезгинам обращаюсь, пробовали когда-нибудь писать в Ютубе «Лезгинская музыка 2021», «Лезгинская музыка, подборка 2022». Если не делали, не делайте. Эту жертву я понесла за вас. Сейчас мы бы хотели попросить наших замечательных операторов там, да, звукорежиссеров. Вы слышите, да, нас? Включите нам, пожалуйста, примеры. Я вам чуть-чуть прям подобрала. Примеры музыки современной лезгинской. Вы слышите здесь восточный мотив, да? Чикада-чика, чикада-чика, чикада-чика. Следующее. Тот же. А это легенда просто. Мне сейчас некоторые ребята обидятся на меня, что я вставила эту студентку. Но это просто манера индийская какого-то исполнения, не то что восточное. Вот слушайтесь. Вот под эту песню только хочется спеть. Сейчас я спою. Хатуба, хатуба, о, хатуба. Ну, вы слышите это, друзья? Вот, кивают мне, да. Спасибо большое. На самом деле, вот эта песня, она очень хорошая, студентка. Ее просто надо чуть-чуть доделать. Ее сделать нужно правильно записать. Она на самом деле замечательное произведение. Да и все эти песни, они правда замечательные. Просто их нужно с аранжировщиками поработать и записать в правильным ритмом, правильной интонацией. Не делать из лезгинской музыки индийскую или узбекскую, а сделать настоящую лезгинскую. Здесь ничего сложного нет. Мы не создаем оппозицию. Я еще раз призываю вас услышать меня. Мы, наоборот, озвучиваем эту тему и приглашаем музыкантов к сотрудничеству. Давайте вместе создавать. Знаете, обидно то, что в потоке вот такой вот реализации музыки, да, где и ритмы не свои, и мелодии не наши, не родные, теряются прекрасные композиторы, теряются прекрасные исполнители, которые работают над чистотой композиции, работают над чистотой произведений, национальных мелодий, национальных ритмов. Они теряются лишь только потому, что когда набираешь лезгинскую музыку, выходит вот эта музыка. Для того, чтобы такую музыку не выпускали, нужно перестать ее слушать. Для того, чтобы перестать ее слушать, надо, чтобы ее не выпускали. Вот этот вот замкнутый круг и превращается в большую лавину. Остановить я одна не смогу точно. Остановить музыканты, у которых тоже болит так же душа, конечно, не смогут в одиночку. Мы должны все это вместе делать. Когда вы слышите просто музыку, что она неправильно реализуется, надо не в комментариях писать, что да не наши, это да опять они вот это, а просто спокойно попросить, выйти на контакт, мы все абсолютно в доступе открытом, выйти на контакт к этим музыкантам и разговаривать, приглашать, по-доброму реализовывать эти песни. Услышьте, пожалуйста, мы не воюем, мы создаем новое вместе. Вот тогда мы придем к истинным ритмам. Бильдир беневша сделаем тоже под-лезгински, а то его часто под восток поют. Давайте. Под восток давайте. Рекер билдир чаны Еруша, билдир беневша, билдир дагвара куша, билдир бахтонин рекер, билдир. Меняй лезгинку. Давай лезгинку. Билдир беневша, дагвара куша, билдир бахтонин рекер, билдир чаны Еруша, билдир беневша, билдир дагвара куша, билдир бахтонин рекер, билдир чаны Еруша, билдир беневша, билдир дагвара куша, билдир бахтонин рекер, билдир чаны Еруша. Сегодня мы с вами не останавливаемся на ладовых построениях народной музыки. Это мероприятие у нас как старт, об этом будем говорить через неделю. Расим Мялим будет рассказывать это все
в Дербенте, правильно, куда мы, в принципе, если вы будете в Дербенте через неделю, приходите, обязательно мы будем говорить о ладовых строениях, о ритмике и так далее. Сегодня мы в общем, вот цель наша была вам показать, как звучит народная музыка с восточным ритмом и как звучит с лезгинским ритмом. Я надеюсь, что это было ясно, на примерах понятно, и мы теперь будем более ответственно относиться к выбору этих песен. Итак, я думаю, что поаплодировать надо музыкантам, они очень старались, правда. Музыка народная бывает разная. Она бывает обрядовая, семейно-бытовая, воинственная, да? Лирические песни также есть. И, конечно же, у лезгинского народа не все песни построены именно на ритме лезгинки, и все они такие воинственные, и только в танец, чтобы пуститься. Конечно же, есть у лезгинского народа и лирические песни тоже. И, в частности, есть одна очень известная лирическая песня, на нее очень много сделано аранжировок, как хороших, так и плохих, но здесь мне бы хотелось показать вам ее как плач народа, потому что на самом деле эта песня «Плач». И я на протяжении многих лет думала, о чем же эта песня. Я сейчас буду говорить с вами о песне «Маги Дильбер». Вот кто знает, это известная песня. Мне все время казалось, что это песня о любви неразделенной. Но на самом деле, проанализировав все слова и поняв, что вряд ли лезгинская девушка будет петь о неразделенной любви, там все очень четко и понятно, либо замуж вышел, либо не вышел. Вот, поэтому здесь нет такого, что вот она любила, посвятила себя всего, а ее не взяли. Нет, такое быть не может. Если лезгинская девушка вдруг поймет, что она влюбилась, она просто никому об этом не признается. Она будет держать эту любовь в себе и никому никогда не расскажет. Поэтому эта песня о невозможности любить.
Мы с вами сегодня послушали песни абсолютно разного характера. И цель была показать как раз-таки песни разного характера, но показать, как важно, чтобы они оставались в наших сердцах, и основываясь на них, мы, вернувшись на свой путь, проложили верный путь нашей музыки, нашей культуры для наших детей. Потому что мы еще помним, мы еще знаем, мы еще можем прикоснуться к старшему поколению, которое расскажет, а как оно было, как оно правильно. Но у наших детей этой возможности уже не будет. К сожалению, готовясь к этому концерту, я несколько раз задала вопрос людям старшего поколения, и они, если честно, я вам передаю, сейчас я задавала им вопрос, а какую народную музыку вы знаете, нашу? Какая у лезгин есть народная музыка? И, к сожалению, уже поколение 50+. Не все ответили, к сожалению, не все смогли перечислить мне народные песни. Назвали одну-две. Вы представляете, мне кажется, это беда. Как сказала Седакет Ханум Керимова, это наш лезгинский культурный деятель, великая женщина, она мне сказала, когда я озвучила эту проблему, «Сурья, чирно казать, ма?» Ну, сурья надо знакомить, надо говорить, надо рассказывать, в принципе, чем она и занимается. И у нее большой вклад был в нашу народную музыку, потому что она вычищала все песни, искала, передала нам. Но наш долг — передать его следующим поколениям. В принципе, чем мы и стараемся заниматься, и даем слово, что будем заниматься. Это перед нами это ответственность. Мы должны это сделать. Это наш долг. Вы знаете, перед тем, как вставать сюда на сцену, я какие-то концерты организовывала, где-то там что-то. И каждый раз мне говорили, а зачем тебе это надо? А зачем? Да никому это не надо. И выходя на эту сцену, думаешь, ну, насколько это будет нужно для народа, а может быть и не стоит. А от того, что я спою, что-то изменится, что ли? И в этот момент, когда ты задаешь себе эти вопросы, пытаешься найти на них ответы, вдруг понимаешь, что это не безразличие и не твоя скромность, а скромность вдруг перерождается в великое самомнение, как в скоморохе Памфалоне. И в этот момент, когда ты к этому приходишь, ты из небес стираешь свое самомнение, спускаешься сюда на землю, встаешь в свою родовую цепочку и понимаешь, что вот оно твое место, и вот он твой долг, и единственное, что ты должен, это делать. Не где-то там писать комментарии, не где-то спорить с кем-то и создавать оппозицию, а делать. И оказалось все так просто. Если это твоя боль, если ты видишь эту проблему, значит, просто встал и сделал. Я приглашаю вас в свою команду. Встать и сделать. Правда, на моем месте, вот я говорю, мало говорить, больше делать. Мне приходится много говорить. Очень много говорить и петь.
Атанатана, шамилятана, шамиля кушун, димилятана. 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 Шамиля кушун, димилятана. Атанатана, шамилятана, шамиля кушун, димилятана. Атанатана, шамилятана, шамиля кушун, димилятана. Атанатана, шамилятана, шамиля кушун, баратана. Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодняшний концерт был запланирован небольшим, но мы старались это сделать очень уютным, и я очень рада здесь видеть знакомые лица. И теперь каждого просмотрела, теперь вы для меня все родные. Я теперь всех запомнила. Спасибо, добро пожаловать в нашу семью. Будем стараться делать для вас, для наших родных и близких. Спасибо вам огромнейшее. Мы безмерно благодарны библиотеке имени Радомино, иностранной литературы, а также Большаковой Татьяне, которая... Прошу вас, да, Татьяна, спасибо вам большое за то, что помогли нам организовать. И на самом деле это получилось так. Я начала рассказывать о своей трагедии музыкальной. А Таня на меня посмотрела и сказала: так надо делать. Вот так мы здесь и оказались. Спасибо большое библиотеке и Татьяне. Огромнейшее. Спасибо большое вам, что выделили этот день, выделили свое время и решили поддержать нас. Мы будем стараться для вас создавать новое, основываясь на старых песнях. Спасибо. Итак, давайте на поклон, дорогие друзья. Расим Бакаров, Султанов Мухаммеднур, Александр Нугаев, Даниил Смирнов, Парфенюк Алексей, Смирнов Антон, Крайнова Ольга, Максим Исаев. Спасибо большое. Ой, спасибо большое. Огромнейшее спасибо. Антон, выйди, пожалуйста, сюда. Антон, на самом деле, моя родственная душа, потому что у нас с ним одна музыкальная мама. Елена Борисовна, разрешите разделить эти аплодисменты вместе с вами, пожалуйста. Когда мы были маленькие, Елена Борисовна тот человек, который всегда говорил: Сурья, ну конфетки народные должны же быть. Ну должны же быть народные конфетки. У меня встал вопрос, и на самом деле так мы и не нашли. Мы что-то там говорили, давали, но Елена Борисовна постоянно заставляла об этом думать. Елена Борисовна, сегодняшний день — это ваш результат, ваших трудов, стараний. Спасибо вам огромнейшее. Спасибо, друзья. О, спасибо огромное. Если у вас есть какие-то вопросы, Елена Борисовна, спасибо, спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, мы рады ответить на них. Нет вопросов. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, я думаю, надо что-то сыграть, раз они как-то хотят еще.
Спасибо, друзья. Мы будем стараться делать для вас такие концерты чаще. Вы приходите, не жалейте времени и сил. Будьте с нами и следите за нами на портале ФНК. За что, кстати, им большое спасибо за помощь в организации Федеральной лезгинской национальной культурной автономии. Я их сегодня не упомянула, но ребята, на чьих плечах держится сия организация, это у нас... Думаю, с кого начать. Асрет и Гусейн Шахбазов, Асрет Абилкусумов. Спасибо вам большое, ребята, которые тоже помогали нам. Спасибо. Доброго вечера.